Осетинские диаспоры не останутся без поддержки. Об этом на пресс-конференции рассказал министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Сослан Фраев. Речь шла о взаимодействии с осетинскими диаспорами в Крыму и Сирии, а также реализации госпрограммы по поддержке казачьих обществ. Обсуждался вопрос о выплате материальной страховки казакам в случае чрезвычайного происшествия. Говорили и об оформлении дополнительных выплат за участие в антитеррористических мероприятиях по безопасности. Как отметил Фраев, данный вопрос находится на стадии решения. По словам министра, планируется создание республиканского казачьего центра. Говоря о Крыме, Сослан Фраев отметил, что на протяжении 20 лет в Украине не занимались проблемой молодежи в сфере профилактики экстремизма, из-за чего и происходит такой разлад в многонациональных странах. Фотовыставка «Ветераны в лицах» открылась накануне во Владикавказе. В Национальной научной библиотеке развернулась экспозиция, посвященная 69-й годовщине празднования Дня Победы. Представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. С театральной постановкой, посвященной победе советского народа над фашизмом, на торжественном открытии выступили городские школьники. Победители конкурса «И помнит мир спасенный» прочитали свои стихи. К гостям с речью обратились премьер Сергей Такоев и министр образования и науки Алан Угоев. Они выразили благодарность ветеранам за их бессмертный подвиг. Выставка «Ветераны в лицах» продлится до 31 мая. В период работы экспозиции любой желающий сможет написать письмо герою на открытках, которые позже редакция Осетия ТВ отправит по адресам 850 ветеранов войны, проживающих в настоящее время в Северной Осетии. Как надоели войны на свете! Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Ну неужели вам нравится это? Пускай на земле будет мир, будет дружба, и солнце лучистое нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает. Научная библиотека на один день превратилась в концертный зал. 14 мая жители Владикавказа смогли наблюдать оркестр национальных осетинских инструментов под руководством Олега Ходова. Изюминкой мероприятия стало использование давно забытых национальных инструментов – Дала Фандер и Пейшем Фандер. Среди множества композиций были исполнены пьесы Феликса Алборова, Булата Газданова, а также мелодии на танцы Хонга и Жилгакав. В этом году оркестр празднует свое пятилетие. В основном наш акцент идет, конечно, на национальную нашу музыку, фольклор, потому что оркестр национальных инструментов и плюс еще наши композиторы. У нас все есть для того, чтобы эта культура была не забвение, просто нужно творчески подходить и надеяться, что оно все-таки нужно. Жители Базарного переулка уже целый месяц находятся в чрезвычайной ситуации. Выйти из дома для них большая проблема. Как говорят жильцы, на улице уже больше месяца прокладывают водопроводные трубы, однако когда закончатся работы, пока не ясно. Во время дождя дорога превращается в глинистую кашу, пройти по которой невозможно. Проехать на машине здесь можно только до середины улицы, кроме того, проблематичен проезд к домам. Выкопанные ямы во время очередного дождя заполняются водой, во дворе случается потоп. Помимо этого, в подвалы домов начинает стекать вода после дождей, из-за чего появляется сырость. Вот мы здесь живем 40 лет. В течение 40 лет я здесь вообще все время вот такое творится. Неужели, если можно что-то самим сделать, почему об этом нужно каждую минуту мамсурав? Мамсурав расманенак анаошках. Вот это правильно. Я очень уважаю Мамсурова, но я же не могу каждую минуту обращаться к Мамсурову. Там для чего остальные люди? А?